8 марта 1784 года появилось первое сообщение о выступлении в ауле Алды шейха Мансура. Шейх Мансур или Ушурма – крупный военный, религиозный и политический лидер кавказских горцев конца 18 века. В мае 1785 года начинается первый этап восстания под руководством шейха Мансура. В ответ на призыв шейха к вооруженному сопротивлению в чеченский аул Алды выдвигается отряд полковника Пьери. 26 июня 1785 года чеченскими отрядами под руководством шейха Мансура в ауле Алды отряд полковника был разгромлен. В сражении в общей сложности было убито до 300 солдат, 9 офицеров, в том числе был убит и сам Пьери. Взято в плен около 200 человек. Волей случая в числе пленных оказался и будущий генерал и герой Отечественной войны 1812 года Багратион. Адъютант полковника Пьери, унтер-офицер Багратион, горцами, которые были поражены мужеством и отвагой молодого офицера, был добровольно выдан противнику без всяких предварительных условий и требований. Позже Петр Иванович Багратион войдет в историю как российский генерал от инфантерии, герой Отечественной войны 1812 года. В июне 1853 года великий русский писатель граф Лев Толстой посещает укрепление Воздвиженское, находившееся в районе Старых Атагов у нынешней трассы Грозный-Шатой. В Чечню Толстой прибыл в апреле 1852 года и пробыл здесь до 1854 года. Именно здесь, на Кавказе, и начинается его литературная деятельность. Впоследствии Толстой скажет, что Кавказ – это испытание силы и достоинства человеческого характера с одной стороны и восхищение бытом кавказских горцев, не знавших крепостного гнета, с другой. Толстой остается одним из наиболее любимых чеченцами русских писателей. Сегодня имя великого писателя носит село Толстоюрт Грозненского района республики. В память о пребывании писателя в Чечне его именем названы улицы и школы. В станице Старогладовской Шелковского района находится и литературно-этнографический музей имени этого классика отечественной литературы. В июне 1877 года, потерпев поражение в Аухе, Салатавии и в ряде аулов в Восточной Чечне, Алибек Хаджи сотней повстанцев занял позицию на высоте Кожалкандук на месте разгрома в 1845 году графа Воронцова. В течение 2 дней к Алибеку Хаджи присоединились еще 200 человек из окрестных аулов. В 5 часов утра 24 июня 1877 года царские войска предприняли трехсторонний штурм высоты. Против 300 защитников позиции Алибека Хаджи сражались отряд полковника Батьянова, 2 сотни Кизлярско-Гребенского полка, 3 сотни всадников, местная милиция под командованием поручика Айшиева, 2 роты Куринского полка под командованием подполковника Кноринга и отряда полковника Долгова. Выходы на плоскость прикрывал отряд полковника Нурида. После беспрерывных боев в 8 часов вечера царские войска взяли высоту. Сам Алибек Хаджи прорвал окружение и, оставив на поле боя 40 убитых, ушел в леса под селением Симсир, ныне Нажаюртовского района, откуда и был родом. Однако конечным итогом восстания стал полный разгром повстанцев. Его руководители были схвачены или сами сдавались в плен. В общей сложности было арестовано более 270 человек. 6 марта 1878 года в Грозном прошел военно-полевой суд над 17 руководителями восстания, 11 из которых, в том числе и Алибек Хаджи, были приговорены к смертной казни через повешение. Приговор был приведен в исполнение 9 марта. В конце июня 1905 года в Грозный прибывает представитель наместника Кавказа генерал Михайлов. Генерал был откомандирован в Терскую область с целью изучения ситуации в области и задачей выработать по результатам командировки соответствующие рекомендации. В ходе этой поездки Михайлов получает ряд петиций от горских народов, в том числе чеченцев и ингушеев. В петициях доверенные от сельских обществ выступили с требованиями проведения ряда реформ. Среди требований прозвучали немедленный созыв народных представителей на основах всеобщего, прямого, равного с тайной подачей голосов, избирательного права, без различия национальностей, равенство всех перед законом, установление ответственности всех административно-полицейских чинов перед судом по жалобам частных лиц. Самым главным требованием было введение в горском обществе широкого местного самоуправления.
В июне 1919 года на Северном Кавказе нарастает движение шейха Узуна Хаджи. К этому времени оно уже получает почти всекавказский характер. Создание Северокавказского эмирства было провозглашено чуть позднее. В сентябре 1919 года в селении Ведено правителем новоявленной монархии стал имам Узун Хаджи. К этому времени слобода Ведено превращается в резиденцию имама, который провозгласил независимость и самостоятельность своего образования. Однако угроза со стороны белой добровольческой армии заставила Узуна Хаджи заключить союз с большевиками. Причем партизанский отряд под командованием большевика Гикала вошел в состав войск эмирства. Узун Хаджи объявляет войну добровольческой армии и приступает к организации своих гражданских и военных сил. Однако эмирство Узуна Хаджи просуществовало недолго. После изгнания Деникина вся власть сосредотачивается в руках большевиков, а сам эмир погибает при таинственных обстоятельствах.